Всем привет, дорогие друзья! Мы опять на кухне, и сегодня буду я готовить мясо. Что-то очень захотелось в мясо. Вот и сегодня собралась сделать что-нибудь вкусненького. Буду готовить, конечно, в духовке это все. Вот, взяла я мясо, 600 грамм вот здесь. Свиное мясо, шейная часть свиная взяла, потому что она быстрее готовится. Так, дальше у меня здесь для соуса, значит, я буду брать приправу для мяса. Сметана здесь у меня, майонез будет, чеснок, перец и соль. Томатная паста еще, он забыла сказать. Вот. Сначала режем мясо. Ну и пока мясо режет Маша, я с вами, друзья, тоже поздороваюсь. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Скажи, куда же без этого Сереги на кухне? Я по привычке своей взял камеру и решил поснимать, как Маша там занимается этим мясом. Конечно, готовить мясо более мужское занятие, но уж так уже получилось, что всю готовку сейчас выполняет Маша. Не то что мясо, и без разницы, что она готовит. Так вот, по среднему. Кусочки небольшие, Да, просто я смотрю, поменьше, да, небольшие. У нас будет Кусочки ужин небольшие. такой, ужин с мясом. На ужин, конечно же, лучше бы, конечно, рыбу или что-нибудь там еще такое, но мы так иногда любим покрепче поужинать, чтобы потом не думать о желудке. Так. Не, Шейка, она такая мягонькая по сравнению с другим мясом и быстро готовится. Тем более свиная шейка. Вот так. Ну, процесс не хитрый. Резки мяса. Сначала такие длинненькие полосочки, а потом пополам. И получается такое некрупное мясо, нежненькое. Предварительно это все, конечно, мясо прополоскали еще, это все чистенько. Мясо покупная свинина. Даже, наверное, зеленицкая, да? да. Зеленицкая свинина. Что-то еще к частникам не ходили, в этот год не обращались. Надо бы еще купить там лопаточку там или заднюю часть купить, конечно, на котлеты, да что-то. Нож у нас какой большой. Тесак. Ну, нож удобный. Вот работать, я вот люблю таким ножом работать. Чем больше нож, тем удобнее работать. Я, конечно, хотела поменьше нож. Мясо должно быть таким. Вот когда делать рубленые котлеты, например, Маша, рубленые котлеты там или рубленое мясо, делать там манты из рубленого мяса, вот этим тесаком очень хорошо рубить мясо. Быстро. Ну а теперь мы начнем делать соус. Маринад для мяса. Кладу томатную пасту. Так, кладу сметану. 2 ложки. Сюда же добавляю майонез. Тоже ложку. Вот у меня один большой зубчик, второй маленький. Сюда же добавляю, у меня горчица же такая вот готовенькая горчица, немножечко горчицы кладу. Приправы для мяса сюда же высыпаю. Приправа для мяса где-то ложка. Так, сюда же добавляем, у нас перец такой. Свежемолотый перец. И соль.
А соли сколько примерно в этот маринад? Соль, ну я 3 щепотки положила, ну а потом посмотрим. Все размешаем это. Аромат такой пошел от этой заправки. Вообще. Ну, приправа ароматная она. Это То майонез вот этот и томатная паста дали такой. Угу. да, есть. Да. Идет аромат такой. Ну, я бы не сказал, что вкусный аромат. У нас маринад готов. Это все мы сейчас отправляем в мясо. А теперь это все перемешаем. Мясо этим соусом. И потом оставим на 30 минут. Пусть промаринуется у нас это, полежит. Вот в таком соусе. Все размешали, перемешали. Надо сказать, что это мясо пропитается этим соусом или маринадом, как правильно сказать. И вот мясо будет очень сочное и нежное. Вот. Давайте. И пусть постоит у нас полчасика, 30 минут. А тем временем что ты будешь делать? Выйду на улицу, гляну на село. Какой улица? Вечер уже. Ты что? Я тебя на улицу не я пущу. ходила на улицу утром, так что... Я тебя на улицу не пущу сегодня. Вечером ты что? Муж голодный. Какой улица? А теперь режем лук. Делаем подушечку для мяса. Вот такое мясо у нас будет. И на подушечке. И как его в соусе таком. Вкусном соусе. Это, можно сказать, этот соус кетчуп-нез, на кетчуп-нез похожий, да? Томатная паста, майонез. А у нас еще и сметана. Там все, что вот собралось там в кулинарии, или как правильно сказать, вкусного, все там вместе. Короче говоря, одна вкусность хорошо, а 3 еще вкуснее. Вот. Маша режет лук. И будет на противень сразу туда раскладывать. У нас противень чуть-чуть большеват. Может даже одной луковицы будет мало. Так, посмотрим. Делали рыбу с луком, сейчас мясо. Да. Ну, потому что этот лук превращается такой в соус. Дает сок. И все. И это очень вкусно. И сюда кладем лук. Я думаю, хватит, да, одной луковицы? Как ты считаешь? Хватит. Хватит, да. Она сок. Лук-то сок все равно даст. Угу. Хоть тебе что-то я секретное покажу. Маша платит. Ой, да. Не Маша дружу платит. я. Не Луком. дружит она с луком, Не дружу. ни со мной не дружит, когда лук готовит. Ой, Все? да. У нас время это еще не прошло, да? Угу. Включили, друзья, духовку на нагрев 180 градусов. А, не включили еще. Маша только включает. Да. 180 градусов. Сюда немножечко масла растительного. На эту подушку луковую. Ну, буквально чуть-чуть. У нас вот на донышке бутылка была, да, это и хватило там, я не знаю, 10 грамм на всего. Так, и немножко поперчим эту подушечку луковую. Так. Ну и потом уже будем, наверное, на эту подушку выкладывать мясо, я Мясо правильно? готовое, да. Ну тоже дело не хитрое, распределяем мясо ровненько так на противень ровным слоем. Я бы, конечно, порекомендовал, друзья, после лука такой тонкий слой картошки. Слойки такие,
как чипсы. Тоненькие-тоненькие слайдики такие сделать. Вот. И будет бы полноценным блюдом это. Но у нас есть гарнир, и мы чисто готовим мясо. Я надеюсь, ничего там неправильного не сказал, Мария Олеговна. Да, гарнир. Да, у нас Гарнир готовый уже. да, гарнир есть. И просто чисто мясо готовим. Равномерно все выкладываем на противень. Ой, я и забыл, сколько здесь мяса-то? 600 грамм мяса. Ну, можно взять полкило. Ну, у нас просто кусочек был, такой 600-граммовый. Я думаю, полкило как раз будет идеально. Причем полкило бы мало было. Да. У нас наш противень бы полкило, вон бы мало было. 600 грамм, вот в самый раз. Угу. Все, беру слова обратно. А теперь сюда у нас пойдет сыр. Насыпаем сыром. Ну, вернее, как поступаем? Маша сразу с теркой и на противень. Здесь у нас брусок такой 200-граммовый. Я не знаю, вот сколько останется, примерно сейчас покажем. Это же все тоже примерно на глаз делаем так. А духовка-то уже у нас согрелась. Ну и хорошо. 180 градусов, так ведь. 180 градусов, да. И будет наше блюдо румяное, сочное, нежное, вкусное. Надеюсь, так и будет. Так и будет, да. Вот. 70 грамм. Ну, где-то, наверное, израсходовали мы 100 грамм, да? 100, может больше, чуть больше. 100-120 где-то так. Ну, значит, это у нас все готово. Сейчас мы будем отправлять в духовку. В духовку отправляем на 40-45 минут. Ну, по готовности уже там будем смотреть. Так что у нас духовка готова. Все, отправляем. А теперь ждем. А чтобы было, ну, как бы интереснее ждать вам этот процесс, мы немножко такой, я ставлю, друзья, такую вставку. Маша сегодня выходила на улицу с камерой. Так-то она каждый день выходит. Так смешно прозвучало. Маша сегодня выходила на улицу. И, ну, она просто взяла камеру там показать их, да, и говорит, я покажу, ну, что там у нас на участке творится, и заодно там Умку выпустила, и Умка там бегала тоже. Вот, и посмотрите, буквально там пару минут, небольшую вставочку такую. А у нас пока пускай готовится наше мясо. Ну-ка. Умочка. С Умкой мы вышли на прогулку. У нас показывает 17 градусов сегодня. Идет немножко снег, такой мелкий. Мелкий снежок. Пасмурное небо. Да, Умка? Умку сегодня пораньше отпустила. Пока сама здесь во дворе дрова пока занесла, воду натаскала домой. Вот, ее отпустила. Пусть побегает. Пусть побегает, да? Ей тоже нужно на прогулке побыть, погулять. Да, Умка? Вот. А солнышко там еще выглядывает. С утра еще было солнышко. Да, вон еще видно. Скоро садиться будет. Вот. Умка вон сама зашла
Не знаю, почему она вот что-то ноет, что ей не хватает. Да, Умочка, Умка, давай пошли к Айде. У нас Айда здесь. Лает, голос слышен, да, у Айды? Айда. Айда. Хорошенькая девочка тоже у нас. Да? Да, Айда? Ах, какая красавица. Да? Да. Да. Ого. Супер. Тоже супер. Летом вместе ходим на прогулку в лес за ягодами, да? Айда. Да. А ты Мыниксан? Мыниксан. Умка. Ну и он гуляет. Ну, дочь гулять. Сугробы у нас уже большие. Да, ну, на Новый год, конечно, погода у нас была морозная. 43-45 местами было даже. Очень холодно было у нас. Наверное, можно сказать, все сидели дома. Такие морозы, лучше уж дома побыть. Даже за дровами выходить было неохота в такой холод. Вот. Ну, сейчас немножко потепление у нас идет. Сегодня вот 17 градусов показывалось. С утра было 20 градусов. Деревья уже у нас все в снегу. Красиво так, да? Это морозы такие вот нарисовали наши деревья. Красиво в лесу, когда солнечная погода еще, на лыжах бегать. Вот я все-таки лыжи еще не приобрела. Все решала, думала, вот, и все-таки так лыжи и не купила. Умка куда-то сбежала, что-то я Умку не вижу. Где она? Убежала от меня. Так. Вот солнышко за тучами спряталось уже. Ну, какая, как красиво. Деревья все белым-бело. Вообще красота. А, вон Умка бежит. Где-то уже куда-то сбегала. Где-то резвилась уже. Пришла наконец-то. Да, Умка? Ну, где была? Где бегала? А? Почему я тебя потеряла? А, Умка? Ну вот, такая красота. Так у нас мороз разукрасил наши деревья. У нас время подошло. Я буду вытаскивать мясо с духовки. Так, знаете, друзья, какой аромат в доме? Это просто не передать словами. Такой вкусно. Просто вкусно. Если бы это все в печке готовили, так вообще, наверное, вообще ниже так эта вкусняшка разошлась. Аромат. Ого, друзья.
Шикарно прям. Шкварчит все. Горячо. Конечно же, думаю, мясо приготовилось. Буквально 2 минутки, и мы будем пробовать. Да. Вон какое сочное. Уже видно, сок выделился. Ну да, вот там снизу, видите, там вот этот лук превратился в такой нежный соус, сок. Ну, аромат действительно ваш вкусный, да, Квей? Ческать. Ческит говорит уже Будем- заранее. Сегодня ческит рано, ты сказала. Будем пробовать. Ну что, друзья, время, как говорится, время Ч. Время истины. Мясо. Наше мясо готово. Гарнир, как я уже говорил, тоже готовый. У нас на гарнир сегодня рис. Просто отваренный рис такой. И, конечно же, мясо. Наше мясо. Видите, там подлива. Видите, там подлива. Эту подливу можно ложкой чуть-чуть полить даже этот рис Это тоже. остренькое. Ну, это остренькое, но я говорю, можно, кто любит остренькое, там это все, видите, как лук в жижку превратился. Мария Олеговна, ну, будем пробовать давайте. И оценивать ваше произведение мясное, так сказать. Надо пробовать, да. Пробуем. По традиции нашей Мария Олеговна снимает пробу. Как там мясо у нас. Ну, Горячо. ну, она не успела еще остыть, конечно. Ну, тем мясо горячее, она и вкусная. Как? Мягкое. Приготовилась? Успела приготовиться мясо? Да. Мясо мягкое. При- В меру все вроде как соленое. Приправы. Угу. Все нормально, да? Угу. Все норм. Угу. Оценку ческит можно поставить? Угу. Замечательно. Угу. Вот такая вкусняшка, видите? Гарниры сюда, друзья, меняйте. Что вам душе угодно. Пюрешка сюда отлично подойдет. Суперски просто подойдет. Я бы даже и с картошкой, без мундира, правда, картошку, отваренный картофель бы так, я бы так даже съел. Отлично все. Ну, Мария Олеговна кушает так и с аппетитом. И, естественно, мне тоже хочется попробовать сначала. Пускай я за кадром, за камерой, как говорится. Но Маша сейчас мне на кусочек угостит мясом таким. И я скажу тоже свое слово. Как там мясо получилось. Угу. Слишком крупный не надо. Угу. Приправы самый раз. Не пересоленные, Угу. не переперченные, или как это сказать. Все. Все отлично. Просто супер. Вкусно. Ческать. Я есть ческать. Ну и, друзья, я как говорится, чавкался, проверил. Все вкусно, все великолепно. Делайте так, друзья. Делайте так, и все будет очень вкусно и сытно. А я буду сейчас кушать уже ужин сам. Собственноручно. Сейчас немножко меня Маша угостила. Ну и Маша там тоже, наверное, добавит мясо к этому, к рису. И будем дальше ужинать, так сказать. У нас такой плотненький ужин, конечно, это не всем понравится, но можно на обед. На обед в качестве второго блюда это идеально подойдет. Вообще суперски будет. Вот так. Все, заканчиваем наш ролик. И по традиции говорю всем пока, друзья, и до новых рассветов. И пускай они всегда будут добрые и вкусные. Как вот это мясо, приготовленное Марией. Вот так. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале.